Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Надоело мне лежать, ждать, когда я выздоровлю. Мальчикам захотелось моих пирогов, и я решила своим любимым печь очень вкусный трехслойный пирог. Пока лежала, болела, мальчиков не было возможности баловать. Как говорится, сидели на диете. По бабушкиными пирогами они очень соскучились. Думала, с чем бы мне их баловать. И решила печь пирог трехслойный. И заодно решила приготовить под видео. Для этого нам понадобится мука. Здесь у меня 3 стакана, 230 грамм сливочного масла жесткого, твердого, 2 лимона, 250 грамм кураги и 250 грамм чернослива, сахар, разрыхлитель и соль. Я брала 2 лимона, края отрезала, пропустила через мясорубку. Сюда добавляю сейчас где-то 5 столовой ложки сахарного песка и добавляю столовой ложки муки, потому что у лимона очень много выделяется сок. И чтобы начинка не расплывалась, добавляем муки. Можно и крахмала. Все хорошенько перемешиваем. Я убрала от лимона семена. Начинка у нас первая готова. Еще пропускать надо чернослив и курагу. Тоже через мясорубку можно. Берем масло сливочное, натираем на терке. Масло надо твердое, но у меня что-то быстро масло стало мягкое. Недавно только из морозильника вытащила. Вы, наверное, заметили, что я надела новый свой фартук. Правда красиво? А внукам моим мой фартук понравился. Круто, сказали. Фартук от любимого Василька. Я вообще люблю работать в фартуке. Мне как-то удобно. Ничего у меня не пачкается, разве что фартук. Вот так все протираем, чтобы равномерно было. Все. Сюда же добавляем 100 мл молока. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли, 3 столовые ложки сахарного песка, все хорошенько перемешиваем. Получается у нас очень нежное песочное тесто. Я давно не пекла такой пирог и решилась сегодня приготовить. Пусть мальчики вкусно чай попьют. У меня хорошие новости для вас. В первую очередь, конечно, для нас. Для меня, для моей семьи. Вчера я сдавала тест на вирус. Анализы пришли хорошие. Тест у меня отрицательный. Пока не сказали, когда снимут карантин, но я на завтра записалась к врачу, педиатру детскому. Внуки пойдут в школу. Я надеюсь, на завтрашний день нам карантин снимут. Вот такое тесто у нас. Вон. Сейчас мы наше тесто разделим на 4 части. Первую часть побольше, остальные 3 одинаково. Маленькие части убираем. А большую часть оставляем. Раскатаем тесто. Тесто мягкое, нежное.
Здесь у меня пергамент. Стелим сюда лепешку. Поправляем наши бортики. Вот распределили тесто по диаметру. И первый слой у нас пойдет чернослив. Чернослив с курагой можно брать кому сколько хочется. А мы любим, когда много начинки. Можно мазать начинку тонким слоем, можно толстым слоем. Такое количество начинки можно на большой пирог использовать. Теперь раскатаем второй слой. Тесто отдохнуло, еще мягче стало. Как ребенок, люблю тестом играть. Дети же любят пластилином играть. Так же я тестом люблю играть. Слава Всевышнему, я стала сегодня еще лучше чувствовать. Но усталость есть, когда долго хожу. И одышки есть. Врач сказал, так может быть. Это может продолжать, пока совсем не восстановлюсь. Я радуюсь, не нарадуюсь, что я выздоравливаю. А то я очень сильно переживала. Вот мы, родители, что бы ни случилось, всегда думаем про своих детей. Как они будут жить. В детстве стараемся, чтобы они не болели. Стараемся, бережем их. Стараемся, если заболеют, лечить. Стараемся самыми вкусными блюдами кормить. Самые хорошие одежды одевать. Стараемся, чтобы у них были все условия. Даже перед смертью и когда даже болеем, думаем, если со мной что случится с детьми. Это вообще не зависит от того, дети взрослые или маленькие ли. Вот так мы, родители, до смерти своей будем думать о детей. Но то и родители мы. А второй слой у нас будет курага. Тоже распределяем равномерно. Если у меня останется по каким-либо причинам начинки, я все вместе перемешаю. И люблю чай пить. Тоже очень вкусно. Туда я еще добавляю молотый грецкий орех. Очень вкусно получается. И сюда можно орех добавлять. У каждой хозяйки свои фантазии. Сейчас молодые все много знают. Стараются готовить. Что только не готовят. В интернете все есть. Лишь бы было желание. Да, бывает иногда рецепт неправильный в интернете. Я вот свою внучку Милану не учила. Она училась, приезжала. По ее приезду у меня все готово всегда было. Я не учила ее. А откуда она научилась? Печет девочка очень хорошо. Мне нравится. Я очень довольна ею. Это очень хорошо, когда хозяйка умеет вкусно готовить, баловать семью свою. В выходные что-то хотелось всегда готовить, баловать детей, семью, гостей. Сейчас, конечно, и в магазинах все есть. Что душа пожелает. Ну, там не знаешь, из каких продуктов приготовлены пироги. Сейчас бортик я чуть-чуть повыше сделаю, потому что у нас третий слой будет лимон, а лимон жидкий. Чтобы лимон не вытек,
Я бортик делаю повыше. Чуть-чуть. Немного. Духовку я включила, чтобы грелась. Как я вам говорила, здесь можно и крахмал добавить. Здесь я добавила еще пол апельсина. Можно перекрутить один апельсин, один лимон. Тоже будет так же вкусно. Этот пирог у меня будет трехслойный, толстый. Можно сделать слоя тоненькими. Когда я делаю большой пирог, у меня слоя тоненькие. А когда я делаю маленький пирог, у меня слоя толстые. У нас последний слой. Здесь у меня посыпка. Вот так все приминали. У меня посыпка. Сливочное масло растираем с мукой. И сверху сыпем. Наш пирог готов. Предварительно разогретую духовку ставим при градусе 180 на 40-45 минут. У меня слой толстый. Думаю, надо на 45 минут поставить. Когда у меня пирог совсем тоненький, ставлю я на 35 на 40 минут. А вы, мои хорошие, давайте быстренько все дела сделайте. И будем вместе с вами пить чай с моим пирогом трехслойным. Вот мой пирог. Такой вкусный, ароматный. Вот какой пирог. Пропекся пирог. Запах ароматный, на вид красивый. Наш пирог. А дети мои хорошие, угощайтесь. Все будем вместе чай пить за нашим круглым столом. Всем приятного аппетита. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго.